Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Рамзан Хаджи Кадыров провел рабочую встречу с послом Ирана. Обсудили сотрудничество между республиками. Грозный на этой неделе накрыл сильный ураган, сопровождающийся дождем и градом. Экстренные службы устранили все быстро. В новом районе имени Владимира Путина строятся две большие мечети. Совсем скоро они уже примут первых прихожан. В новом районе планируется построить пешеходный бульвар шириной в 50 метров, а длиной целых 2 километра. Он будет соединять между собой две мечети. Служить Родине и защищать ее. Очередная группа призывников отправилась в армию. Глава Чеченской Республики вместе с соратниками совершил пятничную молитву в мечети имени дяди пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, Хамзата, да будет доволен им Аллах. Но перед этим командир ОМОНа Ахмад Грозный Анзор Бесаев передал Рамзану Хаджи Кадырову золотую и серебряную медали за заслуги в повышении безопасности атомных станций, присвоенную концертом Росэнергоатом. Кадыров отметил, что эти медали – признание вклада наших бойцов, которые с первых дней обеспечивают безопасность на Запорожской АЭС. Служу Отечеству. И вы атомные станции вариация, сигал директор, вагала, лязет, Проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Она была посвящена одному из выдающихся сподвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха, Аль-Мугире ибн Шу'ба, да будет доволен им Аллах. После верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. В зону СВО отправили новую партию техники. Это 6 автомобилей «Лада Нива» и 2 машины УАЗ, оборудованные под кареты скорой помощи. Закупили их начальник отдела вневедомственной охраны по городу Грозному Аббас Кадыров и помощник руководителя администрации главы правительства Хамзат Кадыров. Глава региона осмотрел технику перед отправкой и поблагодарил соратников за помощь бойцам и вклад в достижение целей СВО. Здравия! Рамзан, тут гатери очень. Рамзан Хаджи Кадыров принял в Грозном чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в России Казема Джалали. Стороны обсудили вопрос развития сотрудничества между Ираном и Чеченской Республикой в контексте братских и взаимовыгодных отношений между Россией и Ираном. Посол отметил высокий уровень организации визита, выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что в России религиозные чувства мусульман находятся под надежной защитой государства. Он также отметил уважительное отношение президента Владимира Путина к священному Корану, проявленное во время визита в Грозный, что, по его словам, нашло широкий отклик в мусульманском мире. Сильный ветер, проливной дождь и град обрушились на Чеченскую Республику на этой неделе. В ряде районов стихия повалила деревья, повредила крыши домов и школ, испортила рекламные щиты и дорожные знаки. По поручению Рамзана Хаджи Кадырова экстренные службы, городские и районные власти сразу же приступили к ликвидации последствий, расчистили дороги, восстановили электроснабжение и поврежденную инфраструктуру. В поселке Старая Сунжа города Грозного впервые прошло масштабное мероприятие, приуроченное к празднику Идаль-Адха. Инициаторами стали сами жители. На стадионе местные школы развернулись игровые площадки, спортивные соревнования, угощения и выступления с нашидами. Праздник объединил несколько поколений. Дети играли, а взрослые помогали и делились опытом. Это сделало атмосферу особенно теплой и душевной.
На школьном стадионе в Старой Сунже оживленно. Повсюду детский смех, нашиды и запах вкусной еды. Местные жители устроили праздник для самых маленьких в честь Ид-аль-Адха. Здесь каждый ребенок может почувствовать себя особенным. Спортивные состязания, живое общение и даже верблюды. Все для того, чтобы детство запомнилось светлым. На праздник пришли целыми семьями. Родители с интересом наблюдают за происходящим и делятся впечатлениями. هرديك دقدي أنا ما دسون شو خذ خيتهم دقدي أنا ديريز خليل هردولين شنا دقدي أنا شنا شو خذ ميرا برياتي مصو شرح هر إشتغل قلت له خزاخيته دخسون دال يحي بيرك تيل دال ديك نقدر يقبل. Праздник собрал детей всех возрастов, от малышей до подростков. Они с увлечением участвуют в конкурсах, катаются на пони и пробуют сладости. Делта кузачо, само неду беш, само неду, разные батуч, разные та. Шапарки асаном до кока, верблючо, само неду. Сохазахет о юрта праздник рвой, урбанди наш двор, дересу, камасом, лелена. Ой, тани кахек дина двор, алхамдулилlah. Мероприятие, угар хаз мероприятие. Ишдик хардар каждый шара и гурбанде мероприятие хал. Таган со верблюд тахак велла хаз хитерсон. Ох метега хаздо. Это первый такой праздник в Старой Сунже. Идея принадлежит самим жителям. Организаторы уверены, это только начало, и подобные мероприятия станут ежегодными. دخو منزانه نه وصلیت دخنا یورتر چالیت یورتر ارر چالیت قیورت ده قیورت قیدا تون اولی ولا او بو چنسانه تون یوش چنسانه اولی ده وقتن تیرت تخز ده الوچ دیل ان خیتن خز ده یوش دوه ده المولا اشتا بری سمو داخش حقونق عادت دینه ور شرح ات بیرن دیلا و غربن ده امت قوچور درتی بورسر سقت دی دلشه خیلی کی چکر ده قودو دلشه اش دادانیت دلشه تو ده المولا. Праздник объединил несколько поколений. Дети играли, а взрослые помогали и делились опытом. Это сделало атмосферу особенно теплой и душевной. Хава Ахмадова, Саид Амин Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. В новом районе Грозного имени президента страны Владимира Путина продолжаются масштабные строительные работы. В начале и в конце нового проспекта будет две мечети. Одну из них назовут в честь Зелимхана Кадырова. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. О том, как обстоят дела на стройплощадке, подробнее расскажет Халимат Шахидова. Один из самых крупных проектов региона – район имени Владимира Путина. Работы здесь идут круглосуточно. Помимо жилых комплексов и необходимой инфраструктуры, здесь также строятся религиозные объекты. Один из них – мечеть имени Зелимхана Кадырова. Сейчас строительство на этапе железобетонных работ. Двухэтажная белоснежная мечеть с массивным куполом. Он будет расписан аятами из священного Корана. Еще одна особенность – 6 минаретов высотой больше 50 метров. В мечети смогут молиться около 5000 верующих одновременно. При ней также будет и медресе, где смогут обучаться больше 200 мутаалимов. Святыня станет одним из самых крупных религиозных объектов Грозного. К купольной части здания примыкает галерея, в которой будут находиться помещения учебного, технического назначения, также медресе. Иншаллах, данный объект будет сдан в срок. Вторая мечеть также рассчитана на 5000 верующих. Построена она будет в восточном стиле. Купол высотой в 40 метров и 4 минарета. 50 рабочих. В данном этапе строительства ведутся железобетонные работы, где в этом году мы планируем завершить. И в дальнейшем перейти к отделочным работам. В ходе строительства не имеем никаких трудностей по поставке строительных материалов, обеспечению спецтехники и финансирования, за что благодарим наше руководство. В новом районе планируется построить пешеходный бульвар шириной в 50 метров, а длиной целых 2 километра. Он будет соединять между собой две мечети.
Между двумя мечетями расположится церковь. Ее строительство станет своего рода символом добрососедских отношений между представителями двух религий. Халима Шахидова, Адам Арсунукаев, Асхаб Керимов. Неделя. Очередную группу призывников Чеченской Республики отправили на службу в армии. В главном военном комиссариате региона их проводили родные и близкие, а с напутственным словом к ним обратился военком Руслан Нумахаджиев. Также в ведомстве опровергли слухи, что срочников отправляют в зону проведения СВО. Сюжет Шамила Эрсанбиева. Последняя подготовка завершена. Группа из более чем 50 юношей готова отдать год своей жизни на службе стране. Товарищ военный комиссар Чеченской Республики, призывники Чеченской Республики, перед их отправкой к местам прохождения службы для проведения торжественного мероприятия построены начальник отдела призыва майор Косточка. Здравствуйте! Ассаламу алейкум! Регион успешно справляется с набором и отправкой призывников, говорит военный комиссар Чеченской Республики Руслан Нумахаджиев. Он также опроверг слухи, что призывников будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. Это неправда, этого быть не может, потому что юноши, которые 18-летние, 19-летние, без какой-либо подготовки, отправлять на СВО – это нарушение конституционных их прав, законодательства Российской Федерации. Министерство обороны это не допустит и не допускает, такого быть не может. Однако после прохождения курса молодого бойца срочники вправе подписать контракт, если сами этого захотят. Единственное, что может быть, это после того, когда они пройдут курс молодого бойца, первичную подготовку в себя вооруженных своих частях, куда они прибудут, им могут предложить заключить контракт, и только после их согласия, и после того, как они сами захотят уйти, только так возможно. Но что мы им советуем, это я и отмечал раньше, и сейчас говорю, это отслужить свой год, вернуться домой, посоветоваться со своими родителями и дальше идти в наши подразделения Ахмат, которые у нас с доблестью и храбростью несут службу в передовых позициях на СВО. Среди ребят есть и те, кто решил не дожидаться повестки и сам пришел в военкомат с просьбой забрать в армию. Один из таких – Гелани Мухамаев. Родители будущих солдат желают им удачи и отмечают, что армия меняет в лучшую сторону. بقى إن شاء الله ورشدر كلوزة ساعة مكتوبات أرمي سواء نستق وات ورشدر عامل شين بيدي دكتور كيش كان تغير بوكسير إذا بيجن عاش بوسح он غير بوكسير وانا بنسبق كده مقرش. Провожают в армию с музыкой и с лезгинкой, в которой приняли участие и сами призывники. Группа призывников, которая отправляется сегодня, будет проходить службу на территории Чеченской Республики. И срок этой службы, вопреки слухам, составит 1 год, как и раньше. Шамиль Эрсанбиев, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. Молодежь Чеченской Республики смогла пообщаться с участниками СВО. В Грозном прошло мероприятие «Диалог с героем», прошедшее на открытом воздухе. Представители правоохранительных органов встретились со студентами и активистами молодежных организаций. Они поделились своим жизненным и боевым опытом, рассказали о службе в зоне боевых действий, о трудностях, с которыми сталкиваются, а также о моральной ответственности. Организатором мероприятия выступило молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат». دعوي تشتغل شكاجيش ناخيه دائما شيء شو حدوق إز حدوزل قيشان إدوزل أعداء تويش حيرة حيرش نيس تك نيس دو تك دات الأعش قوة اشتغل شلونه تأخ ساشين خيتش أو حلوت من دو هما تأخر سندو мероприятие شيرة إذا خزنيا سنجوا ويقومنا وكاجيش ناخنا بق بيد بو إذا В США не верят в возможность создания палестинского государства, а в Великобритании эксперты советуют правительству бороться с растущей исламофобией в стране. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Вашингтон не видит перспектив создания палестинского государства. Об этом заявил американский посол в Израиле Майк Хакаби.
Это признание прозвучало на фоне растущей международной изоляции Израиля. Великобритания готовит санкции против радикальных израильских министров, а союзники отворачиваются от Тель-Авива из-за гуманитарной катастрофы в Газе. Позиция США фактически ставит крест на перспективах палестинской государственности в обозримом будущем. Аналитический центр Великобритании рекомендует правительству создать стратегию против исламофобии, рост которой угрожает единству страны. Хотя ксенофобские настроения усиливаются, большинство британцев относятся к мусульманам нейтрально или положительно, что может стать основой для укрепления доверия. По данным экспертов, расизм и исламофобия не только раскалывают общество, но и обходятся бюджету в сотни миллионов фунтов, как во время прошлогодних антимигрантских протестов. Столица Афганистана может остаться без воды уже к 2030 году. Уровень грунтовых вод за 10 лет упал на 30 метров, а половина колодцев пересохла. Причина – климатические изменения и стремительный рост населения, из-за которого город ежегодно недополучает 44 миллиона кубометров воды. Неизвестный бросил гранату и открыл огонь в мечети Йемена. Это произошло во время вечернего намаза в Курбан-Байрам провинции Эль-Байда. Убито 9 человек и ранено 12, включая ребенка. Территория находится под контролем хуситов, а нападавший, по предварительным данным, мог страдать психическим расстройством. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Чеченском государственном педагогическом университете прошел второй межрегиональный молодежный форум «Я гражданин России», посвященный Дню России. В мероприятии приняли участие дипломаты, эксперты в сфере образования, студенты и общественные деятели. Обсуждали стратегии формирования и укрепления общероссийской гражданской идентичности среди молодежи, а также выработка мер по профилактике этнорелигиозного экстремизма в образовательной среде. Участники выступили с докладами, где рассмотрели наиболее актуальные вопросы патриотического воспитания и гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде. Самое важное, что мы должны знать, что сегодня в этом мире хаоса, в мире лжи, в мире провокаций, вы сами являетесь свидетельствами одной из немногих стран, которая на законодательном уровне в Конституции закрепила наши с вами религиозные права, которые позволяют нам сохранять свою культуру, традиции, обычаи. Это является Российская Федерация. Инициатором этого был президент России Владимир Путин. Вечер чеченского языка под открытым небом. Так отметили День России в Грозном. На бульваре Исымбаева собрались известные деятели культуры и ценители литературного творчества. Звучали как классические, так и авторские произведения о родном языке. Организаторами выступило Министерство по национальной политике и внешним связям, печати и информации при содействии Союза писателей Чеченской Республики и Педагогического университета. Сегодня мы живем в стране, в которой президент страны говорит, что Россия – друг ислама. Это милость Всевышнего. Нам надо этим дорожить, поэтому праздник День России – это праздник и чеченцев. И мы хотим, чтобы наша молодежь и вообще молодые люди страны научились вместе строить, развивать и защищать страну, а не вечно вступать в противоборство друг с другом. В Грозном прошло расширенное заседание оргкомитета проекта «Культурная столица-2025». В его работе приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты Государственной Думы, а также члены оргкомитета. Обсуждались ключевые этапы реализации проекта. Участники обменялись мнениями и наметили планы дальнейшей работы, направленные на успешную реализацию амбициозного проекта. Мы хорошо помним, каким был Грозный начале 2020 Большинство специалистов восстановления города после двух разрушительных военных кампаний казалось невозможным. Благодаря исторической роли первого президента Чеченской Республики, первой России Ахмата Чуйкадырова, который положил медленному восстановлению республики, благодаря твердому, последовательному и результативному курсу правительства первой России Ахмата Чуйкадырова произошло невозможное. Город не просто восстановлен, он преобразился, стал символом возрождения, безопасности, красоты, культурного подъема и стратегического развития. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.